Привет, друзья! На этом уроке я расскажу, почему крайне опасно рассказывать нарциссу некоторую информацию о себе. Потому что, как показывает жизнь, они с помощью этой информации делают своей девушке очень больно, очень сильно трепят нервы, не сразу, а потом, в нужный момент. И я покажу это на примерах истории жизни других людей. Предупрежден, значит вооружен. Андиамо, поехали. Когда вы начинаете доверять нарциссу, то вы, когда вы начинаете ему открываться, делитесь сокровенным, чем-то тайным, то, что вас тревожит, то вы, возможно, замечали, что он, знаете, так быстро словно преображается. Он надевает на себя быстренько маску идеального собеседника. Он смотрит прямо в глаза с такой, знаете, искренностью, такой особой искренностью. Даже он может так ближе к вам нагибаться, если вы вживую говорите, он так ближе к вам, да, как будто очень заинтересован всем своим существом. Он смотрит в глаза искренне, да, реально. Он говорит мягко, точно подбирает слова. Он говорит фразы типа «Я никогда тебя не предам», я никому не расскажу», «Я понимаю тебя как никто другой на свете», да, вот эти вот фразочки. Он будто читает ваши чувства, да. Он будто понимает ваши чувства с полуслова. Он слушает, будто бы такой, знаете, с такой сильной эмпатией, будто он сам чувствует вашу боль, да, поэтому хорошо понимает их с полуслова. И в эти моменты кажется, что вы наконец-то нашли тихую гавань, да, своего человека, который видит вас, чувствует вас, понимает вас и принимает вас без условий, да, вот просто за то, что вы есть и все. Но, за этой сценой часто другой сценарий. Все это, как показывает практика, тщательно выстроенная игра нарцисса. Это его мираж в пустыне. Задача нарцисса вот в эти моменты не поддержать вас, а убедить вас, что он единственный человек, кто по-настоящему вас понимает. Чтобы вы впустили его глубже в себя, чтобы вы раскрылись еще больше перед ним. Но на самом деле это все театральная маска. За этой игрой стоит совсем другая мотивация. Какая мотивация? Чтобы собрать о вас как можно больше информации, узнать ваши слабые места, вашу уязвимость, ваши травмы, ваши слабости, ваши комплексы, ваши особенности характера. В эти моменты его главная задача показать вам, что он единственный человек в мире, который по-настоящему вас понимает и которому вы действительно не безразличны. Для чего он это делает? Чтобы накопить на вас такой своеобразный компромат, который потом можно будет использовать против вас. Даже если у вас отличные, супер хорошие отношения, нарцисс все равно будет собирать на вас компромат. Даже если вы супер там дружите, в десна целуетесь, все равно он будет собирать компромат. Он по-другому не может, на всякий случай. Они их очень любят, компроматы, потому что рано или поздно он его все равно использует против вас. Даже если вы не знаете об этом, бывают ситуации такие. Даже если, знаете, вот даже у меня в моей жизни тоже такие случаи были. Даже когда вы расстались с ним, разошлись, уже не общаетесь там несколько лет, да, у вас своя жизнь, у него своя жизнь, он там со своей девочкой встречается, вы со своей девочкой встречаетесь, ну и со своим парнем там, да, то он внезапно может всплести на поверхность, всплывет с компроматом против вас. Особенно часто они всплывают, когда у вас уже в жизни все прекрасно. Да? Посмотрел сторис, у вас там все супер-пупер. И вдруг и вот его злоба берет, когда вы уже встретили хорошего парня, достойного, его сразу берет злоба. И он начинает мстить вам. Да? И он использует вот этот компромат, который он собрал еще 5 лет назад. Понимаете? Как правило, они хотят ударить по вашей самооценке. Понимаете? Нарциссы, они такие, знаете, если он не сегодня ударит, то завтра. Если не завтра, то послезавтра. Но он всегда будет желать ударить по самооценке другого человека. Поэтому будьте аккуратны и сдержаны. В моменты вашей уязвимости, слабости
Да, вам очень хочется поделиться, да, всем нам хочется поделиться, выговориться, кому-то, да, вот почувствовать, что рядом есть свой человек, да, потому что нам легче переживать кризисы в жизни, когда рядом есть человек какой-то. Но с нарциссом это крайне опасно делать. То, чем вы делитесь из доверия, из близости, из дружбы, может стать оружием против вас. Поэтому, как только вы понимаете, что рядом с вами нарцисс, важно мягко, но твердо закрыть доступ к важной информации о себе, которая может быть использована против вас. Даже если вам кажется, что он же меня понимает, да, раньше я уже это рассказывала, все было нормально, все равно, потому что это может просто накопление информации о вас. Лучше поставить на этом точку. Перестали делиться личным и важным. Это не про холодность, это про сохранение себя в безопасности. Пример из жизни, например. Женщина рассказывает своему партнеру о трудном разводе со своим прошлым мужем. Да? Ну, рассказала, поделилась. Ну, что ж, уже все старое, новый человек, новая жизнь, да, доверие и так далее. Эм, О том, как она рассказала о том, как ее предали, как она чувствовала себя после этого опустошенной. И нарцисс, ну, ее новый парень оказался нарциссом, слушает, сочувствует, даже кажется, что он сопереживает ей. А через год в ссоре, когда они поссорились, он внезапно бросает ей в лицо такие фразы. Ну, наверное, знакомые кому-то из вас. Ты сама виновата. Тебя уже не один мужик бросил. Вот теперь сиди и думай, почему. Видите, какая манипуляция? Понимаете, что здесь происходит? Он начинает манипулировать полученной информацией ранее. Он переводит стрелки с себя на ее, и он бьет по ее самооценке. Да, вот три любимые вещи, тупо классические поступки нарцисса. То, чем женщина делилась в момент боли своей, да, она стала его оружием, оружием нарцисса. Поэтому, когда вы начинаете узнавать, что узнавать паттерн нарциссизма в вашем партнере или в вашем новом знакомом, то одна из самых заботливых вещей для себя, которые вы можете сделать, которые вы можете сделать для себя, это перестать делиться личной уязвимой информацией. Не потому, что вы холодная, а потому, что вы просто цените себя и понимаете, где небезопасно быть открытой. Идемте дальше. Следующее. Старайтесь не говорить нарциссу о своих планах, о том, что вы собираетесь сделать. Опасно делиться тем, что наполняет вашу мечту, тем, что наполняет ваши надежды, смыслом. Карьерные проекты тоже нежелательно. Желание либо не делить, также опасно делиться желанием сменить сферу, творческое дело, обучением, даже если идея переезда какая-то там, да, или смена окружения. Все, что двигает вас вперед и делает вас сильнее. Нарциссу важно, чтобы вы были предсказуемым и зависимые. Когда вы делитесь своими мечтами, он может сначала поддержать вас, сказать, ну часто такое бывает, да, он говорит: вау, какая ты молодец, это супер, давай это делать. Это гениальная идея, это просто мысль, просто шедевральная, ты моя богиня, королева. Да, но и так далее. Но только он это все делает за тем, чтобы в самый важный момент обесценить ваш проект, саботировать, лишить вас веры в себя. И поверьте, он будет делать это или открыто, или он будет тайно наслаждаться тем, что у вас ничего не получилось. И может еще и палки в колеса вставлять из-под тишка. Вот пример вам из жизни. Девушка рассказывает парню, что она хочет открыть онлайн-школу по йоге. Он говорит: круто, вау, конечно, ты справишься. Но когда она делает свои первые шаги, уже там заплатила видеографам, чтобы они отсняли материал, смонтировали, уже начали ее уроки, да, это же онлайн. И уже в процессе создания школы, то есть уже когда процесс школы запустился, да, она влила в какие-то определенные ресурсы, силы, энергии, время, нарцисс, парень, вдруг начинает отпускать такие саркастичные шуточки в ее сторону. Ты точно думаешь, что у тебя кто-то будет учиться? Сейчас этих йогов, ну просто конкуренция немеренная, это невозможно.
А потом, когда девушка продолжает все равно, несмотря на это, и все равно попробует, да, продолжает идти к своей цели, он начал раздражаться, уже более таким агрессивным становиться, да, когда увидел, что девушка вдруг может стать конкуренткой ему, да, в его, ну, зарабатывать больше, реализовываться больше, чем он. А нарциссы этого не любят. Нарциссы, они не всегда умеют управлять еще своими эмоциями. Вот когда вот какая-то конфликтная ситуация, нарциссы не всегда умеют управлять своими эмоциями. Они сразу сливаются, ну сразу их можно определить по реакции. И ну, это мы сейчас не в этом. И он ей так после этого начал раздраженно, еще более раздраженно, начал ей говорить: это сейчас модно, но не для таких, как ты. То есть он начал ее обесценивать. Вот прямо, да. В моменты, в таких вот горячих ситуациях, да, девушка сначала это стерпела. Девушка сначала думала, ну он просто переживает за меня, поэтому он так резко говорит, да. Ну, это так наивно и неопытно думать. Девушка не слушала тогда мои семинары, и вот поэтому попала в эту ловушку. А потом все чаще начала себя ловить на мысли, что у нее опускаются руки, вдохновение пропадает, да, вдохновение ее начало вять, как цветочек лотоса повяло. Не от провала, а от постоянных вот этих вот ядовитых слов близкого человека, которому она доверяла, с которым она встречалась. Капля за каплей, вот так вот и отравилась ее мечта реализоваться. И таких историй просто, ну, очень чудовищное количество много, к сожалению. Дальше, следующее. Деньги. Ох, как мы любим деньги, да? Нарциссы любят денежки, мамма мия. Не рассказывайте нарциссу, сколько вы зарабатываете. Ваши деньги – это не просто цифра. Это символ вашей независимости, силы, свободы и свободы выбора. И нарцисс это чувствует. Понимаете? Он может даже не осознавать это на уровне логики. Но интуитивно он считает ваш финансовый ресурс своим интересом. И здесь есть два сценария поведения нарцисса после того, как он узнает, сколько вы зарабатываете. Первый. Если вы расскажете ему, что вы зарабатываете хорошо, что у вас есть нормальные деньги, то он сразу же сфокусируется только на одном. Как этим можно воспользоваться? Если вы честно и открыто расскажете ему о своих доходах, о том, что у вас есть сбережения, успешный проект, что вы зарабатываете хорошо, то вы не просто поделитесь каким-то фактом. Вы передаете в руки манипулятора информацию о вашем ресурсе. Это может быть не сразу. Сначала он вам скажет типа: ого, ты молодец, я тобой восхищаюсь, так круто, что ты такая самостоятельная, да, и так далее. Да, они сразу не вступают в критику. Но за восхищением часто стоит внутренний расчет. Как встроиться в вашу жизнь? Как этим можно воспользоваться? Как сделать так, чтобы ваш ресурс стал его ресурсом, но без взаимности и уважения, да, чтобы попользоваться вами? История из жизни. Женщина жила с мужчиной, который изначально выглядел очень заботливым. Он восхищался ее силой. Ну, она карьеристка такая была. И он назвал ее умницей, хвастался ею перед друзьями, какая у него самостоятельная, да, женщина, что она так и сяк может, что она зарабатывает там больше него. У нее был, ну, стабильный доход, свои проекты были, свой круг общения. Они там уже встречались где-то спустя полгода, да, где-то так. У него начались появляться заявочки. Ты слишком много работаешь, у тебя не хватает времени на меня и так далее. Зачем тебе вообще эти деньги? У нас и так все есть. Ты как будто сама хочешь все контролировать, да, изменилась и так далее. Он все чаще начал шутить про ее успех. Ну, конечно же, ты же у нас босс, да, вот такие токсичные, ядовитые, такие немножечко с ядом шуточки, фразочки. Там, типа, ты, наверное, и в постели хочешь теперь все управлять, да, и даже вот такое доходили. Как-то не очень прикольные все это шуточки, да. Но это все поведение агрессора. Девушки, пожалуйста, запомните.
Парни, они никогда не шутят над своей девушкой. Их типа шуточки – это способ проверить вашу самооценку и границы дозволенного. Они наблюдают, как вы реагируете на их шутки. И из вашей реакции они решают, можно ли с ней так себя вести или нельзя. Позволит ли она еще больше переходить границы дозволенного или не разрешит. Но стоит вам твердо поставить на место эту попытку обесценивания вас, вставить ему, так сказать, звездюлей, то вы тут же слышите: да я же просто пошутил, ну чего ты сразу начинаешь, да, это все. Но на самом деле эти все шуточки, это не шуточки, это все проверки, это тест ваших личных границ. Сюда же и относятся и колкие шуточки, и скрытые шуточки, типа, ну да, конечно же, ты же у нас умная. Да перестань, ты все придумываешь, накручиваешь, ты просто слишком чувствительная, все было не так. С тобой никто нормально жить и общаться не сможет, ты так реагируешь на все. Да посмотри на себя, кто тебя выдержит, кроме меня, да, только я тебя выдерживаю. Но кто вообще на тебе женится после такого, только я. И так далее, да, это все. Он может говорить это с улыбкой, под смех, да, типа несерьезно, добавляя, да я же просто шучу, не напрягайся, чего ты. Но это снаружи выглядит как юмор. Но по сути это не юмор, это издевательство, это издевка, это принижение, завернутое в обвертку шуточки. Если вы это будете молча проглатывать, то дальше будет хуже, намного хуже, чем раньше. Чем раньше и резко вы будете это пересекать, тем более спокойнее и счастливее будут ваши отношения в будущем. И ваша самооценка скажет вам спасибо. Алора. Итак, немножечко отвлеклись. Возвращаемся к нашей теме. В какой-то момент после таких шуточек умная, успешная женщина, девушка, она поймала себя на том, что она как-то уже начинает, знаете, неловко себя чувствовать за свою женскую силу, за то, что она зарабатывает больше своего мужчины. Ведь в обществе как принято, да? Все принято наоборот. Мужчина – голова семьи. В современном обществе, в мире женщины уже давно зарабатывают намного больше, чем мужчины. Намного. И зарабатывать много, и при этом еще выглядеть как королева, шикарная королева. Но, в общем, у этой девочки была непроработанная самооценка, и в какой-то момент она перестала делиться с ним своим успехом. И начала, так знаете, принижать себя, чтобы не задевать его эго, его мужскую гордость. Да, он же мужчина, что это как. Но чем больше она скрывала, тем меньше становилось у нее внутри себя, да, и самооценка поехала, и там начались проблемы. В какой-то момент он начал вообще уже на голову лезть и сказал ей: давай ты поменьше работай, я тебя буду обеспечивать, я буду работать, а ты сиди дома, борщи вари. Ну, она, понятное дело, молодец, сказала: нет, мне такие отношения не устраивают, и сказала: давай-ка, до свидания, я не хочу сидеть дома, я хочу работать, развиваться, карьеру строить, свои цели достигать. Правильно поступила, правильно. Хотя это все и звучит, знаете, как забота, но на самом деле это все, такие фразочки, типа «сиди дома, не работай, я буду обеспечивать», это начало контроля, это тоже манипуляция. Только после разрыва с ним она уже увидела, глаза распахнулись, да, что он просто не выдерживал ее успех. Он пытался лишить ее ресурса, чтобы она была удобной, тихой, управляемой, чтобы она ни с кем не общалась, а была полностью зависима от него. Да, это зажатая в клетку домашнего уюта и больше всего. Классика, постоянно такое встречается. Почему это важно? Если вы находитесь в уязвимом положении, например, влюблены, зависимы эмоционально от него, еще не вышли из отношений полностью, не рискуйте делиться информацией о своих деньгах. Нарцисс может начать просить и в долг, но забывать возвращать, манипулировать чувствами, чтобы вы что-то там купили ему, делать ставку на вашу щедрость может, а сам ничего не давать взамен, обесценивать ваши усилия. Ну чего ты паришься, у тебя и так все есть и так далее. Да? Финансовая открытость — это прекрасно в здоровых, зрелых отношениях, но рядом с нарциссом это риск стать источником его ресурса, а не партнером. И еще нарцисс, помните, что нарцисс, он дает любовь дозированно. Сначала он дает вам много внимания, да, слов, подарков, ты моя судьба, ты молодец, ты крутая, самая лучшая. Но потом
может включать холод, игнор, отстраненность. Вы будете делать все, чтобы вернуть вот это его первую версию, да, где он показывал себя в начале отношений. Но это, как всегда, приманка. Нарцисс постоянно манипулирует страхом, он внушает тревогу, страх быть брошенной, страх быть, что тебя никто другой не полюбит, страх потерять единственного, страх остаться одной. Да, он это все вселяет, он создает иллюзию, без меня ты никто, чтобы вы держались за него прямо зубами и продолжали быть персонажем его игры. Дальше, второй сценарий, когда нарцисс узнает, что вы зарабатываете мало. Если нарцисс понимает, что у вас нет больше финансового ресурса, это не оставляет его, а просто переключает его тактику. Вместо того, чтобы охотиться за деньгами, он начинает играть на вашей уязвимости, строя стратегию вокруг власти через помощь и контроля, через заботу, принижение, через сравнение. Он может казаться таким, знаете, рыцарем. Я тебе помогу, я понимаю, у тебя сложный период, я все возьму на себя. Но очень быстро такая поддержка, она превращается в такой крючочек. Возможно, здесь еще 3 сценария поведения. Первый сценарий в этом случае — это контроль через деньги. Он начинает спонсировать, но, знаете, он выставляет это так, как одолжение. Такие, знаете, фразочки типа «Если бы не я, ты бы сейчас вообще на улице осталась. Ты мне должна все. Я тебя сделал. Кто еще вообще стал бы с такой женщиной встречаться? Ни кола, ни двора, да». То есть, что вы будете чувствовать вот после этих фраз? Точнее, не так. Нарцисс, он же не просто так манипулирует. Я вот всегда девочкам говорю, нарцисс говорит фразы и слова не просто так. Он всегда хочет вызвать у вас определенные эмоции и чувства, чтобы подавить вас, ваши эмоции, вашу самооценку занизить. Поэтому он сознательно продумывает и выбирает фразы, слова, чтобы нажать на вашу болевую точку, на вашу ранку. Да, поэтому он и собирает, основываясь на информации, которую раньше был. Помните, я говорил вначале, что он будет собирать информацию о вас, чтобы воспользоваться этим против вас, как компромат, вот, либо вот для его сценария игры, чтобы нажать на нужные болевые точки. После вот этих вот фраз вам что будет? Вам будет неловко, стыдно, вы будете начинать чувствовать зависимость. Это не партнерство, а зависимость, в которой любая помощь превращается в инструмент давления. Понимаете? Дальше, второй сценарий поведения здесь — это унижение и сравнение. Он может начать вас принижать, особенно на людях. У моей бывшей был бизнес, а у тебя даже нормальной работы нет. Я думал, ты амбициозная, а ты сидишь и ждешь, что я все сделаю. Или еще такой сарказм может быть. О, принцесса на содержании пожаловала. Принцесса на содержании подала голос. Кто-то из вас может сказать: пипец, да ладно, но нет, даже такое вот случается и нередко. Увы, все идет по нарастающей. Раз проглотила шуточку, 2, 3, а потом вот такое вот будет на постоянке. Это бьет по самооценке и дает ему чувство превосходства. Да? Нарциссу нужно чувствовать превосходство над своей девушкой, над своим партнером. Дальше, третий сценарий поведения в данной ситуации. Манипуляция жалостью. Он может изображать заботу, но через обесценивание. Например, такие фразы они говорят: «Я просто переживаю за тебя, что ты не справишься. Ты ничего не добьешься без поддержки. Я же знаю, я помогаю тебе, мое солнышко. Ты же такая наивная, люди хотят с тобой воспользоваться». То есть он как бы, знаете, он ставит себя в позицию «я лучше знаю». Но на самом деле он этим хочет лишить вас веры в себя и опоры на себя. Да? Ему нужно, чтобы ваша опора была не внутри вас, а снаружи, в его, да, опора была на нем, как мужчине, да, чтобы он источник вашей опоры был и уверенности. История из жизни. Знакомая девушка рассказала своему партнеру, что после развода осталась почти без денег. У нее был только фриланс и небольшой там доход. Он начал сразу предлагать:
Я тебя поддержу, не переживай, все нормально. Сначала это казалось заботой, и так оно и было. Но потом каждый поход в магазин постепенно начал сопровождаться комментариями. Ты слишком много тратишь денег. Сама бы не справилась без меня. Он стал ей указывать, что ей носить, что надевать, что покупать, и где работать, с кем дружить, с кем общаться, с какими подружками идти там на кофе, с какими нет. Ведь он теперь вкладывался, да, а в ссоре, когда они ссорились, он начал бросать фразы типа «да ты вообще никто без меня». И она поняла, что стала уже не партнершей, а зависимой фигурой, которую можно контролировать и запугивать. Важно понимать, нарцисс, он не обязательно тянется к деньгам. Он тянется к власти. И если у вас мало ресурсов, он может развить сценарий спасателя доминирующего, где вы чувствуете благодарность, где вы должны чувствовать благодарность, понимаете? Где вы будете чувствовать вину и зависимость. Это власть. Поэтому даже если вы сейчас не зарабатываете много, вы имеете право на уважение все равно. Партнерство, вы имеете право на партнерство и свободу. Финансовая ситуация, она может меняться, она всегда меняется. А вот психологическое унижение, она никогда не должно быть нормой. Не позволяйте это. Идемте дальше. Не рассказывайте нарциссу, кого вы не очень любите. Есть вещи, которые кажутся безобидными, да. Ну, там, скажешь подруге, что тебе неприятно какая-то там коллега особо там на работе, не знаю, какой-то общий знакомый, или что ты не доверяешь знакомой, с которой там случайно пересеклась. Но рядом с нарциссом любая мелочь, любая информация может быть опровергнута против вас со временем. Нарциссы, они все перекручивают, да, вы же сами это знаете. Особенно в ссорах. Когда вы поссоритесь с нарциссом, все, он все перекручивает. Особенно, когда вы там расстанетесь с ним. Ох, это капец. Они часто всю вот эту информацию, которую получили о вас, они перекручивают и используют против вас. Когда вы открываетесь и делитесь, например, вы говорите, эта женщина меня напрягает, я ей не доверяю. Я чувствую, что в ней там что-то недоброе. Вы передали нарциссу не просто информацию, вы передали инструмент манипуляции в будущем. Он может даже подружиться с этим человеком, войти в доверие к нему, начать общаться с ним только ради того, чтобы причинить вам боль. Это способ унизить, заставить вас ревновать, способ пошатнуть вашу уверенность в себе или в какой-то момент сделать вам больно. Ну вот банальная история из жизни. Женщина рассказывает, что ей было тяжело с одной знакомой, бывшей подругой, они раньше дружили, потом не важно. Когда-то общались, но у которой она осталась, у нее к ней внутренняя обида. Она поделилась этим со своим мужчиной, который был нарциссом. Просто из честности, из попытки быть понятой, да. Ну, это же нормально, когда мы открываемся своим партнером. Через пару месяцев, когда они уже расстались, этот мужчина-партнер, знаете что? Начал встречаться с ее этой бывшей подругой. Да, с той, которую она недолюбливала, вот эта бывшая подруга. Просто чтобы отомстить ей, чтобы сделать ей больно, показать, что она хуже нее, понимаете? Он знал, с кем именно ей будет больно. И он сделал все, чтобы она об этом узнала. Понимаете, вот она же теперь, он же не просто с ней встречается. Женщина будет думать, что он же ей теперь все передаст про нее, все ее там слабые стороны, что у нее в постели было и так далее. Да, вот эти все неприятные вещи, грязное белье, все ей передаст. Он начал с ней, с той бывшей, встречаться, чтобы просто отыграться, причинить удар туда, где будет больно и где женщина... Ну, она же, женщина же как, она может автоматом подумать, что, наверное, вот эта бывшая подруга в чем-то лучше, чем она, да. И это еще один удар по самооценке. Нарциссы, они всегда бьют по самооценке. И часто я встречаю, что нарцисс, он внимательно следит за тем, кто вызывает у вас эмоции. Вот, есть такое наблюдение. Он отмечает, кто раздражает вас, кто вызывает у вас тревогу, кто вызывает у вас ревность, брезгливость. И потом он все это, как показывает вот опыт, он все это использует против вас, как в шахматной игре. Для него это все фигуры шахматные.
то как угрозу, то как козырь, то как триггер. Он может начать общаться с теми, кого вы избегаете, может втянуть их в свою интригу, спровоцировать на конфликт. Все это не ради дружбы, а ради ощущения власти над вами и чтобы вам просто сделать больно. Еще сдам вам совет. Что делать, если вы поссорились с нарциссом? Два полезных совета. Не поддавайтесь на манипуляции. Нарцисс обожает манипулировать виной, стыдом, чувством тревоги и страха, да. Он будет вспоминать старые ошибки, даже если вы уже 1000 раз извинились, исправили там какие-то свои косяки, ошибки, он все равно их будет припоминать, он будет выкручивать все, переиграет все, чтобы надавить на вас. Да, он будет такие фразы говорить: да ты всегда вот такая вот всякая, ты никогда не слушаешь там меня, ты вечно все портишь и так далее. Он будет вспоминать вам ваши косяки и давить на чувство вины. Чем больше вы оправдываетесь, тем глубже попадаете в его ловушку манипуляции. И второй совет во время ссоры с нарциссом. Фильтруйте каждое его слово. Когда он что-то говорит, спрашивайте себя, зачем он это говорит, какую реакцию он хочет вызвать во мне, кто выиграет, если я поведусь на это. Если у меня эмоция возникнет на эти его слова, кто в этом выиграет, он или я? Задавайте себе всегда этот вопрос, это важно. Нарцисс хочет, чтобы вы чувствовали себя слабой, виноватой и зависимой. Он с помощью слов хочет вывести вас на эмоции. Смотрите на его фразы, как на ловушки, и учитесь не реагировать эмоциями. Будьте спокойны и трезво мыслите. Нарциссу важно, чтобы вы потерялись в своих эмоциях, чтобы потом было легче вами манипулировать. Если вы чувствуете, что рядом с вами нарцисс, и у вас есть внутри какая-то такая неприязнь или напряжение к какому-то человеку, да, чуйка работает, не делитесь с этим человеком важной информацией, даже если он кажется понимающим и сочувствующим. Даже если он говорит: я на твоей стороне, помните, все, что может быть использовано против вас, нарцисс обязательно использует. Ну, как правило. А это значит, что ваша внутренняя тишина и закрытость в таких моментах – это не холод, а это забота о себе, это психологическая зрелость, это сила. Так что будьте умничками, берегите себя и помните, что ваше психологическое здоровье, оно очень важное. Оберегайте его. Люблю, целую. До новых встреч. Все будет хорошо.